Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. От вас ничего не зависит. Все случится по воле судьбы. Давайте узнаем, в чем же воля судьбы. Будем смотреть на срок в 3 недели. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем, что от вас не зависит, но что случится по воле судьбы. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть счастье будет моими руками, пусть то, что сейчас это скрыто, это очень важно услышать и узнать. Ух ты, боже мой! Ой, как неожиданно! У вас тут кто-то влюбится. Да, от вас совершенно это не зависит. Здесь какой-то человек в вас влюбится. И прям, смотрите, сердце свое вам отдает полностью, целиком и полностью. Смотрите, какое красивое сердце, еще и большое. Человек по тройке. Это явно тот, либо та, кого вы знаете. Мужчина и женщина, одинаково идет предсказание. Тройка говорит о том, что с этим человеком вы знакомы, что с этим человеком вы общаетесь, видитесь. Возможно, вы в одной компании, возможно, вы вместе работаете, вы коллеги, а может быть, живете вы по соседству, а может быть, у вас какие-то деловые связи, да, и вам приходится общаться, встречаться. Человек вам приятен, но вы его не рассматриваете, либо ее не рассматриваете в качестве там, спутника жизни, да, подруги жизни. Больше как, опять же, какой-то деловой интерес идет, дружеский деловой. Этот человек вас не только успеет влюбиться, но и успеет вам признаться, чем вас очень сильно удивит, я бы даже сказала, ошарашит. У вас тут такое растерянное состояние, вы такая, ну как так, да, ну что же мне теперь с этим делать? Да, человек влюбится и признаться успеет. И прям сердце предлагает, всего себя и сердце, конечно, да, либо всю себя будет предлагать. Слушайте, какие странные дела, да, вот как жизнь умеет удивить, как судьба умеет шокировать. Да, надо будет что-то вам с этим решать. А если вдруг вы почувствуете, что это взаимно, да, что человек, в принципе, симпатичный, почему нет, тянет, может быть, либо какая-то искорка, да, есть, хотя бы маленькая, то, я думаю, из вас получится прекрасная пара. А ну-ка, представьте на минутку, влюбленный в вас человек, все свое сердечко вам на ладошках передает. Конечно, это будут очень интересные и увлекательные отношения. Конечно, вам судить, вам выбирать, но вас заранее об этом предупреждают, да, чтобы вы настраивались на этот момент. То ли какая-то ранняя весна у нас, то ли... Даже не знаю, да, может быть, человек давно к вам испытывает симпатию, а именно сейчас вот прям влюбится и решит вам открыться, признаться. Дальше, мои хорошие. Судьба решила, что вам куда-то нужно съездить. Я вижу, что вы будете ехать, но ехать почему-то как с завязанными глазами, закрытыми, завязанными. Либо вам конечная остановка неизвестна, может быть, в первый раз вы будете туда ехать, а может быть, прям так все случится, что вы действительно как в состоянии с закрытыми, завязанными глазами едете. Не знаю с кем, не знаю куда, не знаю зачем, да, вот какая-то такая поездка, но что интересно, вот показали, что вы назад-то будете возвращаться вот прям с тяжелыми чем-то, вот сумки, мешки, коробки, вот прям вам там что-то дадут, выдадут, одарят, да, вот такой момент. А может быть, нет, это не похоже на приобретение, это больше похоже на дары, да, вы получаете что-то в дар, вы получаете что-то в подарок. Вы туда едете с завязанными глазами, а возвращаетесь с сумками, пакетами, не знаю, мешками, этими ящиками, в общем, много привезете. Такая вот странная, но в то же время приятная поездка. Дальше.
показано, что вы на каком-то человеке словно бы на бычке катаетесь. Человек из себя что-то представляет. То есть это не простой рандомный человек, это человек то ли при должности, то ли, может быть, какие-то особые полномочия у этого человека есть. И вот вы неожиданно для себя можете на нем покататься. Ну, либо на ней, может быть, это будет женщина. Человек к вам отнесется с таким большим уважением и пониманием, и все, что имеет, либо все, чем располагает, будет к вашим услугам. Вы смотрите, там, не теряйтесь, такие шансы редко в жизни выпадают. И если вам вдруг там, с барского плеча, это так условно, да, вам что-то предлагает, какую-то помощь, либо содействие, не стесняйтесь, конечно же, этим пользуйтесь. Но вспомните, когда последний раз такое с вами было. Я не удивлюсь, если вы вот прям ответите, что никогда никем не пользовалась, и вообще таких возможностей не было. Вот. А тут прям, пожалуйста, можно кататься. Кататься в свое удовольствие, возможно, недолго, но тем не менее очень качественно и эффективно. Вот, хороший момент. А вот с левой стороны какие-то очень неожиданные события. Что-то не произойдет, то, что запланировано. Либо, может быть, вы с кем-то договорились, может быть, у вас планы обширные, может быть, вы даже ждете какого-то дня, какого-то момента, да, встреча, например, назначена. Этого не будет. Этого не будет. Здесь вот прям корректировка, будет что-то другое. То, к чему вы не готовились, то, чего вы не ждали. Мне вообще показано, что какой-то человек вам все планы перепортит, либо все планы вам развернет. Вмешательство этого человека, появление этого человека. Вот кто-то вам прям как снег на голову свалится, кто-то совершенно неожиданный, но знакомый. Вот. Человек появится, и вот все придется менять, отменять. Еще тут у вас такое состояние показано, непонятно, что делать, плакать либо смеяться. Кто-то вот неожиданно ворвется, и вам придется все корректировать, либо все планы по боку пойдут, да, потому что этот человек появится. Вот кто-то очень интересный. Я так понимаю, что человек важный для вас, либо человек, влияющий на вас и на вашу жизнь. Судьба решила, что пора этому человеку к вам вернуться, либо опять появиться в вашей жизни. Не могу сказать про намерение, не могу сказать, с какой целью, но вот прям впихивает госпожа судьба этого человека в вашу жизнь. Вот хочешь, не хочешь, принимай. Дальше. Судьба решила вам что-то показать. То, чего вы не видели, не замечали, может быть, вы не хотели видеть, да? Всяко разно в жизни бывает. Здесь какие-то вот личности перед вами раскрываются. Причем раскрываются вот как они есть, в натуральном виде. Люди, тут два человека показаны. Один человек с палкой в руках, а второй человек с крыльями за спиной. Вот как два человека, как они есть. Может быть, вы не замечали, да, что рядом есть люди, которые там наделены особой силой, либо имеют невероятно добрую душу, открытое сердце. И также наряду с этим тот, кто с палкой, это человек такой, знаете, может ударить и за просто так. Да? Один человек получается опасный, потому что палка в руках, а второй наоборот, вот прям как ангел, крылья за спиной. Вот на этих людей вам сама судьба глаза откроет, чтобы вы внимательно посмотрели, присмотрелись и для себя определили, кто рядом с вами, либо кто вас окружает, либо с кем вы общаетесь. На опасного человека, получается, укажут, и на человека, у которого крылья за спиной, очень доброго. Да, может быть, вы действительно не настолько тесно, плотно общались, либо вот люди там маски, например, носили, там прятали, да, свои качества, как хорошие, так и дурные. Может быть, действительно вам придется делать выбор, да, вот с кем вы будете общаться, с кем вы должны, например, там, не знаю, иметь отношения, либо дела вести. У одного палка, у другого крылья. Дальше здесь пиковая масть, но она пустая. Момент, который вы воспринимаете как пиковый, да, вот прям кажется, что все, вот это больно будет, вот это неприятно, да. На самом деле это пусто. То есть вы как приготовитесь к удару судьбы, но его не будет по факту. Да? Вот как напугаетесь, но с вами ничего не случится, вы не пострадаете.
Возможно, здесь какие-то люди к этому причастны. Причастны те, кто, например, запугивают. Либо наоборот, вы особенный человек, и сама судьба от вас беду отводит. Ну, либо ваши ангелы-хранители. Может быть, неприятности будут у тех, кто рядом, но вас это не коснется. Видите, вот она, пиковая масть, но она внутри пустая. То есть там нет смысла, нет силы. Да, выглядит страшно, устрашающе, да, ну, потому что пика это все-таки больновато, да, колет. Но по факту оно пустое. Может быть, напугаетесь, и на этом все и закончится. А потом удивитесь, да, вот как все мимо прошло, либо с вами ничего не случилось. Ну, с вами, с вашими близкими. Такой момент показан. Дальше. Показаны слезы ваших врагов. Здесь не один человек, их много, прям очень много. Может быть, не все они враги. Может быть, там и враги, и недоброжелатели, просто злые люди. Может быть, конкуренты. В общем, как будто бы их всех собрали, и они в одном котле варятся. А вы из безопасного места за ними всеми наблюдаете. И у вас такое странное смешанное чувство, когда вы понимаете, что это очень неприятно, но с другой стороны сердце прям ликует. Опять же, вы все равно. У кого-то врагов много, у кого-то конкурентов, у кого-то, может быть, вообще контингент такой прям очень неудачный. Но они все в одном котле варятся, а вы с безопасного места со странной миной на лице за ними наблюдаете. Ну, такое вот. Вроде и радоваться чужой беде нехорошо, но с другой стороны вы понимаете, что это очень для вас такой вот прям положительный момент, дорога открыта, зеленый свет, прям все шикарно. Что-то будет такое происходить, что подкосит напрочь ваших недоброжелателей либо врагов. Может быть, какие-то и внешние изменения, проявления, а может быть, спросят, может быть, попросят, да, вот как-то так мне идет. Ну вот они в одном котле, то есть у них какая-то одна общая неприятность, либо одна общая беда на всех. И вот кто в этот котел попал, они прям страдать будут, мучиться и страдать. Ну а вы же находитесь в безопасном месте. Может быть, знаете, даже момент, вот вы, например, где-то работали, и у вас там прям очень неприятный коллективчик был, да, все как будто бы пираньи, такие злобные, агрессивные. Вы оттуда уволились, перешли на новое место и узнаете, что там фирму закрыли, да, всех сократили, всех погнали. Эти все люди теперь вынуждены вот заново там начинать искать работу, как-то пытаться выжить, да, в такой непростой обстановке. Ну, что угодно, в принципе, может отыграться. Но они все в одном котле, им всем плохо. Ну, а вы, главное, в безопасности. Дальше, мои хорошие, вижу, что чем-то новым займетесь. Тем, чем раньше никогда не занимались. Ну, либо вам что-то нравилось, но вы там, например, не решались попробовать. А у кого-то отыграется, что, может, и на работе вам какие-то там новые обязанности будут вменять. Ну, либо попросят вас кого-то заменить. У вас так славно тут получится. И видите, тут еще продолжение пойдет. Да? Может быть, именно этим вы будете заниматься на постоянной основе. Либо вы действительно получите какое-то новое назначение, там, новую должность. Но это на самом деле хороший момент. С правой стороны вам и приятно это делать, и результаты вам нравятся. И здесь какая-то еще благодарность идет. Награда, благодарность. Так, судьба решила, что кому-то пора обзавестись детьми, я так понимаю, либо внуками. Это на самом деле хорошая, приятная новость. То ли сами забеременеете, может быть, вы уже забеременели, просто об этом не знаете, ну, либо кто-то из ваших родственников, да, и вам об этом скажут. Такие хорошие, приятные новости. Так, момент, когда вам отказывают, вам в чем-то откажут. Причем откажут как-то, ну, спокойно, что ли, по-доброму откажут. Отказ на ровном месте. Вот вроде все хорошо было, да, может быть, там все документы подготовили, все правильно сделали, а вам говорят нет. А может быть, вы что-то хотели купить, да, долго к этому готовились, настраивались, приходите, а он говорит, нет, закончилось, да. Либо вас, там, не знаю, продавец начнет переубеждать и говорит, что ну, не берите, это такая гадость, у нас одни возвраты. Да? Вот что-то в таком ключе.
Вот как будто бы сама судьба не хочет, чтобы вы просто так либо время тратили, либо деньги. То есть поэтому вам будет отказ. Не обижайтесь на это, не обижайтесь, наоборот, поблагодарите. Вам будет отказ в том, что вам действительно не нужно, что не сыграет никакой роли в вашей жизни, что не потратит ваши деньги понапрасну, вот как-то так вам откажут. Вы, может быть, сразу не поймете, но по прошествии определенного периода времени вот все станет на свои места. Сначала вы немножко так расстроены, а потом вы радуетесь, что вам отказали. Дальше. Здесь я вижу, что вы будете заявлять о себе очень громко и настойчиво. Какие-то люди, они вас то ли не ценят, то ли не уважают, либо как-то, знаете, принижают вас. Может быть, на работе, может быть, в семье даже, может быть, по соседству, в коллективе. Как-то вот мне идет, что вот люди как-то смотрят на вас, вот как будто бы вы пустое место. Вижу, что вы громко о себе и настойчиво заявите так, что люди мало того, что с вами считаться будут, так еще и уважение этих людей заслужите. Вы можете, наверное, что-то сказать, либо вы можете что-то сделать и сказать. А может быть, вы разгадаете какую-то тайну, какой-то секрет, какую-то подсказку сделаете для людей. То есть вы о себе заявляете, еще плюс уважение к вам пойдет, внимание и уважение от тех, кто с вами не считался, кто на вас вообще внимания не обращал. То есть яркий момент. Вы как корону обретаете. Корону. Причем вы ее не сами себе на голову возлагаете, вот как будто бы те, кто вас окружают, вот они вам эту корону будут предлагать. Вы для них будете как коронованная особа, да, вот как человек, который выделяется. Ну, в хорошем смысле слова. Так, дальше показано, что вот с прошлым, с вашим нужно разобраться. То есть больше тянуть нельзя, нужно с прошлым разобраться. В вашем прошлом как будто бы какая-то дырка есть. Дырка, которая не затягивается и не закрывается. Что-то либо не дает вам покоя из прошлого, либо какой-то секрет из прошлого, либо какие-то отношения, которые то возникают, то пропадают. Да? Может быть, кто-то есть, кто постоянно вас дергает. Да? Человек, кто объявится, то пропадет. Но либо тайна, секрет, который не дают вам покоя. Вот что-то есть. Судьба решила вам это показать, вот эту дырку показать. И показать возможность, как это все закрыть, чтобы больше не возвращаться в это прошлое. Здесь какой-то нежданчик вас ждет, прям такой резкий нежданчик. Если честно, может быть, вам даже это не понравится. Но с другой стороны, точка будет поставлена, дырка будет закрыта. Вот так показали. А вот тут показано, что у вас недавно какие-то проблемы были серьезные. И показано, что эти проблемы рукотворные. И тот, либо та, кто создавал вам эти проблемы, скрывает свое лицо. Да? Возможно, вы и не знаете, и не догадываетесь. Может быть, немножечко подозреваете, что кто-то к этому причастен. Но вот конкретно не знаете, кто. Вот здесь показано, что тот, кто виноват, будет отвечать. И знаете, еще показано так, что этот человек сам признается. Вот настолько тяжко этому человеку будет, да, вот наказание тяжкое будет, либо какие-то последствия тяжкие, да, что человек придет и признается. Вот знаете, как типа я покаюсь, я попрошу прощения, может быть, меня простят, и вот мои страдания закончатся. Очень неожиданный персонаж. Вот от кого, от этого человека точно не ждете. Еще показано, что вы, скорее всего, этому человеку прям доверяете. Доверяли, либо доверяете. Вот окажется, что этот человек причастен к вашим проблемам. Судить, конечно, вам. Прощать и не прощать, как бы будете выбирать вы. Но вижу, что человек будет наказан. Наказан и сам, либо сама придет и во всем признается. Потому что других уже вариантов не останется. Так идет. Дальше рыбка тут показана. Рыбка очень красивая, кстати, рыбка. Рыбка, которая больше, чем лодка. Я уже не говорю про рыбака. Рыбка как возможность. Она вот плавает рядом с вами. Вы ей любуетесь. Это возможность. Но чтобы эту возможность получить, вам как минимум нужно будет закинуть удочку, либо с очком, да, наверное, попытаться эту рыбку поймать. Возможность крупных заработков, либо получения большой прибыли. Возможность очень хорошая, но какая-то скоротечная. Да? Вот там окно возможностей будет очень узким.
Кто успеет, тот успеет, тот и молодец, да. А кто не успеет, ну, ждите следующих возможностей. Судьба решила вам показать, что бывает. Может быть, вы не верите в какие-то крутые заработки, вы не верите, что простой обычный человек может заработать там крупную сумму денег. Судьба вам покажет. И если вы не растеряетесь, если вы в себя верите, себе доверяете, то вы эту рыбку сможете поймать. Рыбка очень классная. И она, мне кажется, даже практически ручная. То есть там не сильно нужно напрягаться, чтобы ее поймать. Может, даже получится уговорить. Даже ловить не надо, вы просто ее уговорите, и она к вам в лодку, ну, наверное, не запрыгнет, ну, как, в ручки вам дастся точно. То есть об этом говорят, на это намекают. Дальше показан человек, который знает все ответы, либо знает про всех и все секреты. Встреча с этим человеком взрывает мозг, но опять же, это как прям кладезь полезной и не очень полезной информации. Судьба вам с этим человеком дает не просто встречу, а прям выделяет, может быть, даже там пару часов, либо день, да, в обществе этого человека. Человек вас прям про всех просветит, про все расскажет. И что знает, и что слышал, и что где-то подслушала, да, вот прям все расскажет. Голова, конечно, будет гудеть, но зато очень много информации вы получите. Здесь как... Даже не знаю, как назвать этого человека, как энциклопедия, скорее всего. Либо какой-то сервер, может быть, жесткий диск, да, где все хранится. Все вам расскажет. Устанете, конечно, от этого человека, но зато про все, про всех узнаете. Так показали. Дальше птица. А вот тут показали, что вы с каким-то человеком разменетесь. И показали, что не просто так. У человека не самые лучшие намерения, либо настроение будет не самым лучшим. Человек может совершить ошибку, человек может быть грубым, невежливым, неучтивым. И судьба не даст вам встретиться. Этот человек вам потом будет писать. Но писать уже будет хорошие слова, не плохие. Вот, почему-то вот как не встречаетесь, как будто бы в разные стороны расходитесь. Но потом птицу получите. И это как лучшее решение, лучший вариант, чтобы не поссориться, не поругаться и остаться в нормальных человеческих отношениях. Для тех, кто работает сам на себя, вы станете очень востребованы. Вот вы хотели денег заработать, да? Вот судьба даст вам возможность, но работать придется много, больше, чем обычно, и плюс прям себя посвящать работе. Если вы на это готовы пойти, то денег много заработаете. Вот те самые суммы, о которых вы мечтали, вам станут доступны. Вот, но при условии, опять же, что вы прям с головой уходите в работу. Такой вариант показали. А вот в самом венце показан момент каких-то перемен. Перемены, которые коснутся всех, но коснутся по-разному. Для кого-то эти перемены как благость, как счастье, как радость, а для кого-то наоборот, как погибель, как беда, как неприятность. Люди как будто бы делятся. Одни направо уходят, другие налево уходят. Вот как-то так мне идет. Что за перемены, не могу сказать. Но, опять же, вас это тоже коснется. Вас показали с правой стороны, там, где хорошее. Но в вашем кругу будут люди, которые с левой стороны. И вам будет это неприятно. Вам, наверное, даже захочется помочь, но помочь как бы вы не сможете. Вот знаете, как вот делят людей, кто хороший, кто плохой. Да? Хорошим хорошее, а плохим плохое. Вот как-то так мне идет. То есть вам еще и что-то откроется от тех, кого вы давно знали, но даже не подозревали, что эти люди, например, там не очень хорошие, либо совесть у них нечиста, либо еще что-то, в чем-то замешаны. Вот. Перемены для всех, но они разные. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Вы среди тех, кому будет действительно очень хорошо и очень приятно. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.